по украинским атомным станциям. Гарантированно. Вот. А сегодня, когда идет, да, я считаю, крайне успешно стратегическая операция по нанесению поражений критически важным объектам, когда методично, толково, удар, разведка, анализ, оценка обстановки, удар. И так потихонечку мы выключаем свет. Мы говорим, там надо бить по тому, надо бить по тому. Я говорю, ребят, в таких случаях проблема решается последовательно. Это точно не одномоментное дело. Одномоментный удар может быть только ядерный. Бомбы навернули и все в труху. А здесь нет. Здесь четко выбирается и координаты прекрасно считается математическое ожидание числа поражения цели, потому что есть противодействие, есть противовоздушная оборона, если там какая-то авиация появилась, кто-то им там надавал. Это все в наличии имеется. Вот. И только комплексное применение. А мы же сейчас бьем все герани. Конечно, герани, вопросов нет. Ну, мы бьем С-300, С-400 по наземным целям. Мы бьем теми же Х-22 и Х-101, Х-505. Мы бьем Искандерами, мы бьем калибрами. То есть это комплексная задача. Очень комплексная. Это не то, что там взяли, рой герани запустили и все ладоши хлопают. Нет. Вот. Это делается, просчитывается, как герани запустить, как систему ПВО уже просто закошмарить. Как против этой системы ПВО ракеты провести, чтобы они в цель попали. Я скажу, то, что я сегодня вижу, оно очень успешно. То, что сейчас с той территории идет информация о том, что им категорически запретили снимать все итоги поражения. Вот. Всем главам администрации областных поставлена задача, что 5 полетело, 5 сбито, все хорошо и так далее и тому подобное. Но реально-то мы знаем, что происходит на самом деле. Все-таки, опять же, разведка работает. Это нормально. Поэтому я считаю, что так методично мы сначала погасим свет. Потом у нас очень хорошая тема, это газовые вышки. Они же там еще газ качают. Да. Не то, что... Да. Это еще одна тема хорошая. Причем они по этим газовым вышкам, которые мы захватили, уже били. Не, это на Черном море. Да, это они били. Мы-то еще пока не включались. Я не хочу напомнить, что на каждой станции, которая газ собирает, газоперекачивающая, своя электростанция. То есть, если мы все обесточим, там все равно будет свет и тепло. Вот туда еще надо. Если что, интересный момент, это пункт управления, железная дорога, энергосистема, ну, всем остальным, что только можно. Национального банка Украины, там, даже монетного двора. То есть, эти моменты, я думаю, все не учтены. А одномоментно ничего не сделаешь. Во-первых, есть возможности. И самое-то главное, здесь дорогое удовольствие ракетами хлестать. То есть здесь каждая цель должна быть уверена. Каждая ракета должна быть проведена так, чтобы она